Что связывает Якутию и Алтай? Вы же знаете, что тюрки отсюда все пошли. Есть ли между нашими двумя республиками связующие нити? Алтайцы повязывают ленточки. И чем вообще сегодня живет и дышит этот удивительный край? Об этом мы сегодня поговорим с главой республики и председателем правительства Республики Алтай Олегом Хорохординым. Вы такой self-made man, поделитесь секретом своего успеха. Я начинал вообще с дворника. Насколько предложение возглавить регион было неожиданным для вас? Когда поступило такое предложение, для меня первое ощущение, что я возвращаюсь на родину. Алтай – это место силы. Посетив однажды Алтай, хочется вернуться сюда еще раз. У нас более 25% территории под охраной ЮНЕСКО. У нас не было крупных производств, и мы не планируем их делать. Мы претендуем на статус территории устойчивого развития. Как вы с этим справляетесь? Ну, по отзывам наблюдателей и населения, неплохо справляюсь, говорят. Здравствуйте! В эфире Якутия Лайф и я, Ирина Ефимова. 3 июля 2021 года Республика Алтай отметила 30 лет со дня образования. Именно в этот день, в 1991 году, Горно-Алтайская автономная область была переименована в Горно-Алтайскую республику в составе Российской Федерации, а в мае 1992 года переименована в Республику Алтай. И сегодня я нахожусь именно здесь, в ее столице, городе Горно-Алтайске, где в эти дни проходит первый Алтайский экологический форум. Что связывает Якутию и Алтай? Есть ли между нашими двумя республиками связующие нити? И чем вообще сегодня живет и дышит этот удивительный край золотых гор, голубых озер, прекрасных водопадов и бурных рек? Об этом мы сегодня поговорим с главой республики и председателем правительства Республики Алтай Олегом Хорохординым. Олег Леонидович, прежде чем начать разговор, я вынуждена оговориться для своих зрителей, что мы находимся в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай, а не в Алтайском крае, где столица Барнаул. До сих пор многие жители России путают эти два региона, поэтому давайте сначала расставим точки над «и». И 30 лет Республики Алтай, много это или мало? Это и много, и мало. Да? В этом году мы празднуем 30-летие создания республики, как вы правильно сказали. До 1991 года это был единый субъект, Алтайский край и Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края. В 1991 году, как вы помните, много национальных республик отделилось, стали самостоятельными субъектами Российской Федерации. Теперь мы называемся Республика Алтай. Еще в этом году мы празднуем один юбилей 265-летия добровольного вхождения алтайского народа в российское государство. Елизавета указ подписывала. Вы по образованию экономист, но начали трудовую деятельность в должности слесаря-ремонтника второго разряда на Алтайском моторном заводе. Только потом была армия, потом высшее образование. Вы такой self-made man, поделитесь секретом своего успеха, что должно человеком двигать, чтобы он прошел путь от простого рабочего до руководителя региона. Простой рабочий, ничего в этом плохого нет, это нормальная история. Я начинал вообще с дворника. Когда было свободное время, недостатка не было, ну почему не заработать тогда еще деньги, это же официальная история. А знаете, я у истоков создания этого движения начал WorldSkills Россия. Да. Мы профессии развиваем. Мы вот каждый год в наших техникумах открываем новые лаборатории. В этом году 12 открыли, в прошлом году, в следующем будем открывать. А раньше это было УПК в школе. В старших классах уже, 8, 9, 10, и я получил тогда токаря 3-го разряда. Я работал и слесарем, ремонтником, и токарем на заводе, вот было свободное время, и зарабатывали мы деньги, хорошую зарплату. А потом служба в армии и высшее образование. И я горжусь тем, что я работал простым рабочим. А экономист, это у вас второе образование получается? Экономическое, и потом управленческое. Диссертацию я писал уже социологию управления. Вы родились в Алтайском крае, последние почти 20 лет провели в Москве, работали в федеральных органах власти, в администрации президента и никогда не были при этом публичным политиком. И сейчас у вас совершенно другая должность, которая требует публичности. Как вы с этим справляетесь? Я работал в регионе, был предпринимателем, потом работал уже в Москве на федеральном уровне. Когда поступило такое предложение, для меня первое ощущение, что я возвращаюсь на родину.
Раньше же мы были один субъект, как я прежде сказал. Возвращаюсь на родину, и меня это порадовало. Когда я приехал сюда работать и сформировалась команда, мы готовились к выборам. У нас 295 сел, очень много отдаленных сел. И за предвыборную кампанию я успел проехать, посетить половину из них. Встречался с жителями, смотрел воочию, какие проблемы, слушал их. Мы посмотрели на месте, что нужно сделать в первую очередь, посоветовались с жителями и сделали корректировки и попросили скорректировать федеральные органы власти нам и нацпроекты, и федеральные программы по приоритетам. Мы проводили муниципальные форумы, назвали «Сильный Алтай» в каждом районе. Потом провели большой республиканский форум в столице Горно-Алтайске. По наказам жителей написали программу развития «Сильный Алтай» на 5 лет до 2024 года. Знаете, как над всеми программами. Здесь и все национальные проекты, и достижение национальных целей, государственные федеральные программы, республиканские федеральные программы. Она накрывает эту историю, и мы смотрим, как все, что делается в республике. Мы в программе выделили 7 приоритетов развития, 7 направлений развития и 7 первых проектов развития. И мы достигаем цели. Мы постоянно корректируем, и это живой организм. Мы постоянно обновляем программу корректировок, делаем то, что необходимо сейчас сделать. Цели у нас, естественно, социально-экономическое развитие. У нас приоритет это сельское хозяйство, поскольку в республиках малочисленное, и у нас 70% населения живет на селе, да, и занимается сельским хозяйством. Это, кстати, если в перерасчете на количество жителей, по показателю самый высокий в России. И у нас один город, столица Горно-Алтайска, он тоже небольшой, и село Майма, одно из самых крупных сел в России. И половина населения живет здесь в центре, а по районам и в отдаленных селах тоже. Соответственно, отрасль, которая исторически здесь была, это животноводство, отгонное животноводство, мы ее развиваем. Но мы развиваем уже сельхозпереработку, глубокую переработку, чтобы не продажа живого веса мяса или наших дикоросов в таком виде, а переработанную продукцию уже, чтобы добавленная стоимость оставалась именно в республике, у наших крестьянско-фермерских хозяйств, у наших предпринимателей. Вторым направлением у нас исторически 2 северных района, Турачакский и Чойский, это лесная промышленность. Есть некоторые проблемы с введением нового лесного кодекса, поскольку орехопромысловые зоны, и у нас большая территория входит в них, и туда доступ запрещен. Но мы работаем и также на глубокую переработку, то есть экспорт продукции, уже готовой продукции под брендом Горно-Алтай, не кругляк. Мы не вывозим больше кругляк из республики, только готовую продукцию. А какие основные доходные части бюджета республики? От строительной отрасли, инфраструктуры, промышленности большой нет. Это сельское хозяйство, туризм, от ДФЛ у нас, да, и от инвестиционных проектов. Инвесторы, тем более сейчас к нам пошли, потому что мы развиваем вот эти отрасли. Мы призываем инвесторов как раз на глубокую сельхозпереработку, на лесопереработку, на развитие туризма, да, и на создание инфраструктуры. Почему в прошлом году мы просели слишком? Потому что в 2019 году, вот когда солнечную энергетику инвестировали у нас, 7 станций. В 2019 году открыли 3 станции. И, естественно, планка возросла. А следующий год уже считают от этого показателя. А в прошлом году мы не сдавали таких крупных объектов. А в следующем году сдадим еще больше, а в 2023 еще больше. И поэтому так получилось. Надо же выбирать, наверное, среднюю. Да? Вот мы план себе ставим, а в этом году мы перевыполнили. Но мы знаем, что выполним и в следующем, а перевыполним там еще больше. А если брать от того, что объекты в этом году сдались, а в следующем году мы их еще строим, а сдадим в последующем, поэтому вот так график и сделал. Это не говорит о том, что у нас снизилось. Не снизилось. Просто те объекты сдались, а здесь они на 2-й стадии, на 3-й. В следующем году будет в 2 раза больше, чем было в позапрошлом. Вы несколько раз сказали, что не планируете развивать производство. ГОКов здесь не было и не планируется.
И особых изысканий мы не делаем. Наша цель – развивать регенеративную зеленую экономику, сохраняя природу, не нарушая природу. Природность оставить, традиции, сакральность, историю оставить. В то же время развиваться, но ноосферное развитие. Природа, общество, экономика. Сохраняя и умножать. Сохраняем, умножать. Да. Также развитие туризма. Вы знаете, что мы туристический регион давно. У нас население 220 тысяч, а турпоток превышает в 10 раз, более 2 миллионов. В год. Да. И, конечно же, развитие туризма – это одна из приоритетных отраслей. А вот хотелось бы на туризме еще подробнее остановиться. Турпоток, вот он растет? Мы закрывались, как и многие регионы, но закрывались не совсем, а мы боялись, что на туробъектах, на турбазах будут вспышки пандемии. И тем не менее мы приросли за лето на 15%, за зиму на 26%. То есть интерес к республике он и был, и он с каждым годом возрастает, как и интерес ко всему внутреннему въездному туризму. К нам едут со всей России теперь. И так все слышали, что на Алтае надо съездить. И как говорят, что посетив однажды Алтай, хочется вернуться сюда еще раз. Если ты был один, хочется привести семью. И если были семьей, хочется привести друзей, рассказать другим. Очень много иностранцев посещают нас. Потому что Алтай – это место силы. Вы знаете, что у нас 92 тысячи квадратных километров красивейших гор. У нас более 25% территории под охраной ЮНЕСКО. У нас 5 объектов, которые самые важные. Это гора Белуха, самая высокогорная в России, ледник в Средней Азии. Это плато Укок, знаменитая на границе с Китаем. Озеро Телецкое, по запасам пресной воды мы вторые в России после Байкала. И это Катунский и Алтайские биосферные заповедники. Очень много республиканских парков, федеральных учреждений. Вы знаете, что снежный барс популяцию мы смотрим. У нас проект по разведению кабарги. По ястребу мы планируем, по соколу Балобанов развивать проект. Вы знаете, что это центр Евразии признано. Да? Раньше был Большой Алтай, который охватывал. И у нас есть такой проект Большой Алтай, в котором мы в этом году председательствуем. Это соседние регионы, которыми мы граничим. Алтайский край, Кемерово, Хакасия и Тыва, близкие нам регионы, Казахстан, Китай и Монголия. У нас граница, международная граница 800 километров. И еще 4 региона наши, субъекты Российской Федерации. И в этом году мы председательствуем, это Большой Алтай, где собираются все представители. Сейчас из-за пандемии мы перенесли на следующий год. Будем обсуждать все насущные проблемы, как центры Евразии. Вы же знаете, что тюрки отсюда все пошли. И мы очень дружим с вами, да? И с татарами, и с башкирами, и с киргизами, и с казахами, и с калмыками. Мы дружим и делаем мероприятия как культурные, так и исторические, и образовательные и много других. Ну, давайте вернемся к форуму. Чья вообще это была идея его провести и какие цели перед собой этот форум ставит? Мы его называем первый экологический форум, Алтайский экологический форум, но уже в новом формате. Но так как мы себя позиционируем на статус территории устойчивого развития, ноосферного развития и экологически чистого региона, вы знаете, что по рейтингам мы всегда на первых местах. Наша стратегия развития подразумевает и возобновляемые источники энергии, и развитие устойчивого сельского хозяйства, и внедрение низкоуглеродного транспорта, и развитие экотуризма. Сегодня, по разным оценкам экспертов, наш регион по балансу выбросов и поглощения является не просто углеродно-нейтральным, а даже углеродно-отрицательным. И мы готовы и дальше принимать меры по увеличению поглощения, реализовывая лесоклиматические проекты. Мы решили провести такой форум совместно с РБК и другими организациями. Мы как раз хотим тем самым еще раз подчеркнуть, насколько мы экологический регион, показать инвесторам, приходить к нам по тем направлениям, которые я вам обозначил, и закрепить этот форум как ежегодный. Мы учредили такой свой Алтайский экологический форум, у нас большие ожидания.
Якутия летом 2021 года. Битва за тайгу в зеркале средств массовой информации. Ирина, прошу вам слово. Информационную кампанию мы назвали «Битва за тайгу». Это битва за нашу землю, за наши леса, за нашу тайгу, и мы ведем ее все вместе. Был создан добровольческий штаб, то есть люди объединились сами. И вот история с телебашней с 18 августа по 7 сентября по вечерам она была подсвечена цветами флагов тех регионов России, которые нам помогали. Все лето республика горела. С многих регионов России приезжали помогать добровольцы, профессиональные спасатели. Вот, и в том числе из вашей республики ведь тоже были. У нас, к счастью, этим летом была хорошая погода, но нам удалось избежать крупных пожаров. Мы успевали их локализовать. И в какой-то момент я увидел такой смог в республике. Было долго солнечно, смог. И потому что это такое, спросил у специалистов, оказывается, смог дошел от ваших пожаров и до республики Алтай. Но это продолжалось недолго, дня 3, потому что потом пошли дожди и ушло. Действительно, мы отозвались на помощь, и наши ребята пожарные 2 месяца у вас помогали, и мы считаем, что это правильно, потому что когда у нас пожары или бывают к нам тоже на помощь приезжают, и взаимовыручка в таких ситуациях она необходима. Да. Но у вас тоже эта проблема стоит, да? Ежегодно мы готовимся как к пожароопасному сезону, поскольку у нас лесов очень много, и природные пожары от гроз и так далее, их очень много возникает. Главное их вовремя локализовать, успеть, а если не успеть, то это уже сложно, без помощи обойтись. Республика Алтай по итогам прошедшей зимы заняла 3-е место в экологическом рейтинге регионов России. Действительно, это экологически чистый регион, который привлекает туристов. Вот как вы видите развитие туристической отрасли? А вот смотрите, опять же, здесь же вот у нас 12 тысяч природных рек и 7 тысяч озер. И, конечно же, когда люди, зная об этом, и у нас археологических памятников очень много, они хотят посетить и посмотреть это воочию. Ну, вы сказали, что Горный Алтай – это экологическая столица России. Звучит очень амбициозно, очень красиво. Вот можно ли про это подробнее? Ну да, мы получили даже патент Горный Алтай – экологическая столица России. Конечно же, это на товарный знак патент. И я уже говорил, что мы делаем продукцию глубокой сельхозпереработки. У нас, вы знаете, наши чаи алтайские, это разнотравие, это горно-алтайский мед, это разные бальзамы. Мы перерабатываем мясо, оно у нас экологически чисто, у нас практически нет комбикорма, это отгонное животноводство. Мы делаем молоко, масло, сыры, и разнотравие, всякие лечебные препараты. И мы это все реализуем под брендом Горный Алтай как экологически чистая продукция. И, естественно, наша цель соответствовать этим высоким требованиям, эту планку держать. У нас не было крупных производств, и мы не планируем их делать. У нас в планах только развитие регенеративной экономики. Вы, наверное, знаете, что Республика Алтай из 365 дней в году 300 солнечных, и поэтому инвесторы обратили внимание несколько лет назад и построили 7 станций солнечных батарей. И мощность, которую построили, она превышает нашу потребность. И также поставили накопитель. Мы единственный регион в стране, который имеет собственную энергетику и свой накопитель. Пока у нее себестоимость дорогая, и они продают на оптом ФРМ, а мы покупаем дешевле. Но это вопрос ближайшего будущего. И у нас с ними договоренности, что они еще будут строить 2 станции, и мощность будет выше. Это, во-первых, зеленое производство, не вредящее никак экологии. Они зарегистрированы, у нас платят налоги, это рабочие места. Мы претендуем на статус территории устойчивого развития. А что это значит? Это сочетание, баланс 3 факторов. Природа, общество и экономика. И поэтому мы взяли курс на устойчивое развитие, на ноосферное развитие. Не навредить природе, сохранить сакральные ценности исторические и традиционные, национальные, и в то же время развивать экономику. Мы говорим про территорию устойчивого развития, вы знаете, вот и президент об этом много говорит, и правительство, и весь мир
по поводу поглощения, да, углеродный след. И мы как раз предлагаем нашим предприятиям, которые наносят российским предприятиям вред, реализовывать лесоклиматические проекты. Это нам даст, опять же, это уход за лесом, его воспроизводство, это охрана от пожаров в случае тушения быстрое, сохранение леса. И когда я вам говорил, что мы «Сильный Алтай» писали, и 7 проектов, мы тогда написали кластер экологических инноваций. Но не в том контексте, что загрязнение, мы не загрязняем природу, а в том контексте, что мы предлагаем чистоту. Приезжайте в экологически чистый регион, кушайте экологическую чистую продукцию, смотрите, как мы призываем к здоровому образу жизни, возвращайтесь к себе в Москву или куда-то в Санкт-Петербург и также живите этим образом, здоровым образом жизни. Экология привлекает туристов, туристов становится больше, и эти туристы начинают портить экологию. Есть такое? Да, вот мы как раз сейчас планируем развитие более экотуризма, экотропы, познавательному, образовательному, чтобы не пассивный турист приехал, просто отдыхает, а у нас разные виды туризма и разные образования коллективного пользования, от палатки до 5-звездочных отелей. Мы предоставляем все услуги, но мы хотим, чтобы турист был порядочным, не мусорил за собой, сохранял и чтил традиции, не нарушал сакральные места. Знаете, на скалах пишут иногда. Ребята наши потом смывают. Написать-то легко, быстро, а смывать это тяжелый труд, да, чтобы не оскверняли там. Вы же знаете, что алтайская нация — это же поклонение природным богам. Алтайские церкви — это перевалы. И поклонение, если русские свечки ставят в церкви, то алтайцы повязывают ленточки. И, конечно, их обижает, если там что-то повязано другое. Это их, обижает. И мы работаем над тем, чтобы объяснять туристам, приезжающим, наши традиции, что можно, а что обижает наших жителей. Любые туристические объекты в мире взять и в стране, под фонтаном в жару облиться — это нормально. А у нас под родником родники считаются святым, и порой турист не знает об этом. И поэтому мы объяснять, ставить таблички и так далее. Мы хотим упорядочить турпоток, сделать его умным. И все для этого делаем. Также на Горном Алтае есть горнолыжные комплексы, и я знаю, что вы сами увлекаетесь горными лыжами. А когда вы успеваете спортом заниматься? Спортом я занимаюсь вот в этой должности. Я перешел на тренировки утром, поскольку рабочий день длинный, ненормированный, и вечером уже просто не успеваешь заниматься. И просто встаешь пораньше и каждый день занимаешься спортом. Помимо этого удается еще свои увлечения, которые хобби спортивные. Это горные лыжи, это мотоциклы, это восточные единоборства, водные виды спорта. Я просто давно этими видами увлекаюсь и считаю, что это хорошо. У нас экстремальный туризм в республике развит, горные лыжи. Вы знаете, вот в 2019 году мы праздновали 50 лет рафтинга на Алтае. Первый чемпионат мира был в 1989 году в Горном Алтае. И мы победили Россию тогда. Наша команда победила в 2006 году в Африке. И в позапрошлом году стала серебряным призером в Австралии. И в 2024 году в календаре международном чемпионат мира будет проходить в Республике Алтай на слиянии Чуи и Катунь, 200 километров отсюда. Мы ожидаем 1000 участников. Ведь у нас в республике пороги до 6-го уровня сложности. Не везде в мире такие есть. Вы, наверное, видели кадры. И на рафтинг к нам летом приезжают, это целая отрасль туристическая. Это экстремальный туризм. То есть зимой горные лыжи, летом рафтинг? Рафтинг и много всего. Мы разные зимние виды туризма будем развивать, не только горные лыжи, но горные лыжи как одна из основных составляющих. Но пока туристов больше летом, да? Летом, но мы переходим на круглогодичный. В праздники, конечно, в зимние различные праздники, как Масленица, проводы или там где-то какие-то зимние олимпиады. Мы делаем зимние. Будем делать якорное мероприятие в середине февраля. Вот не проходило никогда у нас соревнований
серьезных по горным лыжам, а уже в следующем году у нас будет этап Кубка России, а он в международном календаре. А потом мы выйдем, когда построим комплекс Манжироки, мы готовы будем принимать и кубки международных соревнований, этапы кубков. Да, я с юности очень люблю горнолыжный спорт. В республике уже 4 комплекса, но сам Горно-Алтайск исторически, еще с советских времен. У нас здесь есть гора Таукая, прям вот здесь, там горнолыжка, есть детская гора Комсомолка. На Телецком озере уже открыто развивается ГЛК, горнолыжный комплекс Телецкий. Сейчас реализуется проект инвесторами на Каракольских озерах, и там планируется горнолыжный курорт. Дальше, если мы едем на юг, озеро Манжирок, вы, наверное, слышали песню Эдита Пьеха? Там Сбербанк реализует крупный проект, и там через пару лет он существует, но они развиваются очередями. Там будет горнолыжный курорт международного уровня. Международного уровня. Следом у нас есть известный всем Семинский перевал в центре республики на 1700 высоты, где всегда тренировались сборные России по биатлону и различные другие. Сейчас опять это развивается, там тоже есть горнолыжный курорт. И туда, глубже, в Усть-Коксинском районе, есть интерес инвесторов, и все способствует тому, чтобы сделать горнолыжный курорт наверху круглогодичного пользования. И сборные команды наши по горным лыжам смогут готовиться круглый год. Так они сейчас ездят за территорию России. Если мы реализуем этот проект, будет круглый год. И мы станем одним из горнолыжных центров. 7 комплексов республики. Для развития этого мы, конечно же, развиваем инфраструктуру. Железной дороги у нас нет и не будет. Мы вначале, когда я пришел с руководством РЖД России, посчитали, это очень дорогостоящий проект, даже просто от соседнего второго города в Алтайском крае 100 километров и 2 моста провести до республики Алтай. Это очень дорого, да. У нас нет такого грузопотока и нет такого пассажиропотока туристического. Поэтому мы развиваем строим дороги. И благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы к 2024 году доведем до уровня 50%. Мы очень много строим дорог. И, наверное, вы знаете, что Чуйский тракт, которому, кстати, в следующем году 100 лет образования, он по версии National Geographic является одной из самых красивых трасс мира, занимая который год подряд 5-е место. И в следующем году, да, мы хотим сделать и мотопробег, и автопробег, и приглашаем вас поучаствовать в этом. Также мы развиваем авиасообщение. Реконструкция будет нынешнего аэропорта, там будет международный терминал. Мы сейчас на выходе постановления правительства России о присвоении нам такого статуса. У нас будет строиться внутренний новый терминал, современный, такой будет транспортный хаб. В 2018 году авиапассажиропоток был 58 тысяч. К концу 2019 мы уже перешли 100-тысячный рубеж, 105 тысяч, и вошли во вторую категорию среди аэропортов России. В прошлом году, несмотря на то, что мы 2 месяца не летали, мы 148 тысяч. В этом году у нас планка, которая реализуется в 300 тысяч. Развивается, и, соответственно, аэропорт у нас часто инвесторы строят, и будет новый терминал строить. И авиарейсов, если там в 2018 году было 4 или 7 рейсов, зависимый сезон до Москвы в неделю, сейчас 37 рейсов до Москвы. Мы на Санкт-Петербург открыли, никогда не летали. Екатеринбург, Казань. Мы охватываем всю Сибирь. Нам помогли Минтранс и Росавиация, и к нам зашла авиакомпания «Победа». И если заранее взять билет, то билет туда-обратно из Москвы будет стоить 5000 рублей. Как наши жители могут теперь посетить Москву, и москвичи, которые с небольшим доходом, могут посетить Горный Алтай. А у нас же есть средства коллективного пользования «Зеленые дома», где не такая недорогая стоимость проживания и питания. И за 25-30 тысяч рублей можно из Москвы слетать в Горный Алтай на неделю. И это реализуется. Мы с туроператорами реализуем такие проекты.
Ну вот вы перечислили природные достопримечательности, а какие вот культурно-исторические объекты? У нас много памятников археологических, пазырыкская культура. Очень много туристов, которые ездят именно посмотреть это. Да. Первобытный общинный строй, он пошел отсюда. Я могу это утверждать, поскольку, учась в школе, 9-10 класс, в составе экспедиции археологической исторического факультета Госуниверситета Алтайского, я 2 лета провел вот здесь, в 70 километрах. На раскопках. На Катуни, где Сима впадает в Катунь. И мы вели раскопки, находили костровища, нуклеусы, топорища. Сейчас эти предметы находятся в музее. И я могу с полной уверенностью утверждать, что да, первобытный общинный строй пошел отсюда. У нас есть прекраснейший национальный музей. Говорят, и я подтверждаю, что один из лучших за Уралом. Это большой комплекс, где от археологических раскопок, тюркская культура, алтайская традиционная, и все, что сейчас есть, я вам рекомендую посетить. Все туристы, которые приезжают, посетившие, они в восторге и рассказывают всем другим. Вы много говорите о сакральных местах, о сохранении природы, о поклонении природе. Да, я знаю, что наши народы связывают еще и вот шаманизм, отношение к природе, вера в духов и так далее. Причем у нас в Якутии это уже независимо от национальности. То есть если человек якутянин, если он тут живет и родился, то он все равно обязательно там повяжет ленточку на дерево. Традиции исполнит, независимо от национальности. Ну, вот. А у вас как? У нас также, да. Шаманизм, естественно, исторически развит был. И даже туристы, которые едут, я знаю, что спрашивают, как попасть к шаману или к шаманке. Кто-то там, наверное, рекомендует как-то. Это все происходит. Алтай же это энергетически сильный регион. И вот академик Анохин, он же изучал это в прошлом веке. Он жил даже с ними, в пещерах жил. И у нас национальный музей имени Анохина. Да. И там рассказывается про это все. Нормально к этому относимся. А вам приходилось общаться с шаманом? Да, мне интересно. Я очень много в юности увлекался психологией. Мне это интересно, потому что и меня спрашивают, а раз спрашивают, и я живу на этой территории, я должен знать. И мне несколько раз приходилось. Это очень впечатляет. Я в подробности не хочу вдаваться, но это интересно. Я не говорю, что я рекомендую обязательно, но это есть. Для кого очень интересно, они найдут. Но помимо шаманизма, поклонения природе, веры в духов, у нас еще и тюркский язык общий. И вот был проект по переводу наших эпосов. Да, вот 3-4 года назад было подписано соглашение между Якутией и Алтаем. И вы написали на якутском языке, перевели наш главный эпос о богатыре историческом, называется «Маадай Кара». А когда я приехал сюда, мне сказали, что, оказывается, мы со своей стороны не выполнили эти обещания. И в прошлом году мы выполнили свои обещания и перевели на алтайский язык ваш эпос Аланхо про вашего богатыря. И я отправил экземпляр вашему главе Айсен Сергеевичу Николаеву. Так что вот. Я надеюсь, что мы и дальше будем развивать такое культурное сотрудничество. Вот вы упоминали еще о травах, дикоросах. Среди прочих растений, например, мы вот саха почитаем еще можжевельник. Всегда окуривают травами, чтобы очистить жилище или в каком-то ритуале освящения. Это тоже схоже с вашими же традициями история. У нас по обычаям можжевельник, во-первых, это святое растение. И я знаю, что тот можжевельник, который применяется при обрядах, он растет не везде. И там, где он растет, и человек определенный должен быть, который за ним ухаживает, потом его собирает в определенное время. И костер, обряды делают. Это очень важная составляющая обрядов алтайских. Любой руководитель всегда подвергается критике. Как вы реагируете? Критика, она должна быть обязательно. Конечно, желательно, чтобы она была конструктивная, но критика, она будет. Вы же видите, страна развивается, и республика развивается.
делается совсем немало. Хотелось бы большего и быстрее, делается немало. Соответственно, потребности и запросы у населения и у нас с вами, они растут, и это хорошо. Критика есть, ну и что критика, да, мы работаем. Наша главная цель – это повышение уровня жизни населения. Этим мы и занимаемся. А есть у вас какой-то жизненный девиз, который вот помогает держать планку? Если совсем коротко, только вперед. Спасибо большое, Олег Леонидович, за беседу. Мы сегодня много поговорили о природе вашего края. Она действительно красиво, уникальна. Тут и горы, и равнины, и реки. И если вы смогли сохранить природную чистоту, значит и сохранена и внутренняя чистота жителей края. Спасибо вам большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.